хотелось другой жизни и другого мира. Совершенно. И это реализовалось. Мои там мечты по детям, а сейчас уже и внукам реализовались. И я сейчас, чем старше становлюсь, тем больше я пытаюсь не мечтать о чем-то таком невероятном. Я очень искренне желал признания, и я его очень боялся. И, честно говоря, тут есть очевидные свидетельства тому, я это говорил в эфире. Вот там на пирсе, рядом с Брехаловкой, я помню, мы записывали стендап, где я говорил, в кадр говорил, что именно об этом, что, с одной стороны, конечно же, это необходимо. Сейчас не буду говорить о политике, хорошо? Чистые эмоции с этим связаны. В полностью непризнанном существовании Абхазии была романтика, которая закрывала... Это романтика, принадлежащая людям, которые делали все, что здесь произошло. И к тому моменту еще были активны. Новость, поставившую на уши всю республику, новость где-то далеко внизу, встреченную пальбой из 1000 стволов. Новость, которой он имел самое непосредственное отношение, Заур услышал в наушниках на высоте в 2000 метров в кабине своего Ан-2. Весть о том, что Россия спустя 15 лет признала существование их страны как независимого государства, он привез сюда в высокогорное село Псху, так же, как годами до этого привозил сюда новорожденных и крупы, спички и горючее, газеты и лекарства. С момента признания на первый план вышли практические вещи. И вот здесь стало понятно, что огромное количество вещей, на которые мы просто не обращали внимания, они не работают. Они не работают, они не продуманы, никто о них и не думал. Потому что всегда было, вот нас признают, а после этого мы заживем. Ничего подобного не могло произойти и не произошло. Потому что не решено огромное количество внутренних проблем, в которые я, даже как будучи гражданином Абхазии, с небольшим стажем своего гражданства, не хотел бы вдаваться, потому что я считаю, что это те проблемы, которые должны решить вы здесь, между собой. А бесконечное решение их там, вот на площади, ничем хорошим не закончится. И все это прекрасно понимают. И я не понимаю, как люди, которые выходят на площадь, понимая, чем это может закончиться, продолжают заниматься вот этой... Но окей, это не мое дело. Пока не мое дело. Я надеюсь, что моим никогда и не станет. Я не был ни в Армении, я не знал Карабаха, я не попал в Молдавию. И вот Абхазия стала первой такой болевой точкой. Я не мог понять одного. И вот здесь мы можем вернуться опять к иллюзиям, да? Хорошо, мы отказались, мы больше не Советская империя, мы все свободные, мы все берите суверенитет сколько хотите, мы там что-то такое. Как там, в Тбилиси, могли упрекать нас в имперских амбициях, если сами начали моментально, получив свободу за ничто, начали моментально реализовывать свои имперские? И это стало моментом, так сказать, какого-то моего определения здесь. Многих вещей не понимаю. Вернее, мои представления об этом достаточно поверхностные. Я это прекрасно понимаю. И все, кто сидят со мной за столом и там поздравляют меня, вот я сейчас сухумский до некоторой степени, поздравляют меня с сухумской моей историей, все тоже отдают себе отчет в том, что не стоит особенно там, так сказать, копать меня в глубину, потому что, конечно, там пока еще вакуум не заполнен. Я просто очень люблю тех людей, которых я здесь люблю. А их достаточно много. И надо сказать, что, несмотря ни на что, их количество потихоньку расширяется. Есть проблемы с тем, что
как мне кажется, это существенная проблема, которую я пока не вижу, как решать, и не вижу, как ее здесь будут решать. Все-таки, опять говоря только о себе, круг моего общения здесь, и круг дорогих и любимых мною здесь людей ограничен определенными возрастными категориями. И, к сожалению, я вижу, что за рамками этих возрастных категорий, условно, ниже, младше 40-35 лет, наступает некоторая, ну, я не хочу сказать пустота, не хочу никого обидеть, но я не вижу здесь какой-то осмысленности, что ли. Все-таки для меня Абхазия еще одним дорога. Я все-таки очень советский человек. И сейчас ты смотришь на эти руины бывшего Советского Союза. Да? Для меня Абхазия очень ностальгична. И не только с точки зрения моря, там, каких-то курортов и чего-то еще, а с точки зрения людей и отношений людей между собой. Они, конечно, очень сильно приправлены аджикой местной, все понятно. Но когда ты в этих отношениях находишься, на тебя же тоже поправку делают. Поэтому ты аджику знаешь, но не очень видишь. А тебе оставляют вот эту чистоту и какую-то незамутненность советского, доставшегося еще здесь, оставшегося по наследству какого-то советского, я не знаю как-то, советского мира. А мне ее временами очень сильно не хватает. Помню, в 2008 году я приехал в Грузию, это был последний раз, потом мне запретили въезд туда. Я надеюсь, что сейчас, кстати, из-за того, что Мишико больше может быть, я снова могу ездить. Тогда я приехал, это было, по-моему, конец августа или начало сентября. И нам надо было, мы ехали в Кахетинское село, по-моему, оно называлось Ульяновка. Мы записывали от последних оставшихся русских молокан, которые там были. Фантастические люди, фантастическая деревня, а их осталось, после Гамсахурди их осталось единицы, все уехали. Это Грузия для грузин. И вот это русское село с этими срубами, это фантастика. И время такое, русская съемочная группа, Первый канал, надо отдать должное, никаких проблем у нас не было. Я переживал, боялся немножечко. Никаких. По отношению к нам грузины вели себя максимально корректно. Но полицейская машина все время, значит, мы с камерой где-то там. И Гамгебели, как у них говорят, как это называется, глава исполнительной власти в селе, по-моему, Сван. Все время как-то он чувствовал себя неловко. Мы с камерой, машина, это... И он все время подходил, говорит, ребята, извините меня, Бога ради, простите, ну сейчас такая ситуация, сами все понимаете, ну сейчас, говорит, солнце сядет, вы камеру уберете, говорит, они уедут, говорит, и тогда я стол сделаю, и мы посидим. Хорошо. Солнце село, мы камеру убрали, увидели, что действительно снимать невозможно, уехали. В здании местной управы он накрывает стол, а село бедное, бедное. Ну что, капуста, ну что, они курицу какую-то порезали, чача, что-то там, И мы сидим, я понимаю, что люди крепко выпивают, и в какой-то момент тема войны, только что закончилась, она возникнет. И такое, не можете быть расслаблены в этой ситуации. Мы вдвоем с оператором, полный стол, понятно, что там молока нет, 2 бабушки, да, и полный стол. Там. Я все жду, какой момент будет вот этот. И вдруг какой-то самый мрачный человек, который там сидел, молча пил, он мне говорит, вот ты как тебя зовут, иди сюда. А я думаю, вот оно началось сейчас. Пойдем, говорит, поговорить надо. Выходим на крыльцо, и он мне говорит, я, говорит, всю жизнь был КамАЗистом, КамАЗ водил. Я проехал весь Советский Союз, я там что-то... говорит, если ваши танки уже пошли, почему они остановились? Я не смог ответить на вопрос, но сам вопрос, постановка вопроса от человека в Кахетии, вот я тому свидетель. Значит, не стоит однозначно относиться ко всему, что происходит. Это самое важное.
не то чтобы кто-то из нас ставил на эту победу, но ситуация такова, с моей точки зрения, что его победа... Ну, все начиналось в Лондоне. Все начиналось в Лондоне, и мне было странно, когда люди с упертостью продолжали настаивать на том, что система будет работать так, как она работает. Мы видим все время, что система дает сбой, что система начинает пожирать саму себя, что нельзя быть такими однозначными, как могли бы позволить себе быть еще там полгода, да, год тому назад. Она дает сбои по всем пунктам. Если бы мне сейчас накрыли стол и сказали, давай выпивать за победу Трампа, я бы не стал пить за победу Трампа. Я бы стал пить за поражение Клинтона. Это совершенно другая история. Мы ничего не знаем про Трампа, кроме его башни, его эксцентрики, его прически, его жены. И это не тот бэкграунд, который позволяет нам судить о том, что он будет делать с января месяца, когда он станет политиком. Да? Сейчас удивительная ситуация, при которой мы можем наконец попрощаться с этой проклятой династией совершенно омерзительных людей, омерзительных с любой точки зрения. Что касается меня лично, я все время пытался донести, говоря об этих вещах, пытался донести свой собственный опыт взаимоотношения с этой династией. Да? На моих глазах развивались иракские события, на моих глазах эти люди бомбили Югославию. Я слышал, что они говорили. Я знаю тех людей, которые погибли под этими бомбами. Поэтому, если я буду поднимать рюмку и какой-то тост, я буду поднимать рюмку за проигрыш. И окончательный проигрыш. Это не локальный проигрыш, это системный проигрыш. Да? Я сам лично являлся свидетелем такого цинизма, такой невыносимой мерзости того, что происходило в самом начале, и сталкивался с полным непониманием здесь, ну не здесь, не в Сухуми, естественно, а в Москве, с каким-то таким настороженно пренебрежительным отношением к тому, о чем мы говорили еще там, сколько получается, 15, 17, 18 лет тому назад. Я всегда говорил, что первая бомба, упавшая на Белград, попала мне в голову. Не в Белград, а мне в голову. Я же приехал, это был 99-й год, с момента изменений в Советском Союзе прошло 8 лет. Я приехал туда совершенно искренне открытым миру человеком, воспринимая все происходящее с нами как наши недостатки, как то, что мы не смогли в себе переделать и перебороть. Страшной ошибкой американцев была эта операция, потому что все-таки европейские люди в Европе устроены так, что, к сожалению, это факт, устроены так, что все, что происходит где-то в Багдаде, в Кабуле, да, воспринимается как трагедия, но это отдаленная трагедия, которая к тебе лично не имеет никакого отношения. Я сам грешен. Я не хочу здесь говорить, что я такой какой-то невероятный филантроп, и для меня... Да, все люди одинаковые, но ты все равно воспринимаешь это как отдаленную историю. Но когда ты попадаешь с твоим бэкграундом, с твоим знанием, попадаешь в центре Европы, в цветущем европейском городе, с летними кафе, с узнаваемой средой, под бомбардировку, и слышишь, эта бомбардировка начиналась обычно там часов с 7 вечера, и ты слышишь тревогу, воздушную тревогу, оповещение о нанесении воздушных ударов, а она ничем не отличалась от того, что мы слышали на хронике в Ленинграде. Ничем. Это тот же самый звук вот этой вот машины. Это механическая история, которая через ретрансляторы передавалась на весь город. Это страшный звук, когда ты узнаешь в этом то, чего ты не видел, но то, что у тебя записано на подкорке. И в этот момент мир изменился. С этого момента отношение поменялось навсегда. И все, что бы дальше не происходило, воспринималось через призму этого звука. Это всегда было бэк-вокалом, это всегда было интершумом любой истории.
Мой коллега Евгений Баранов разбирался, а может ли сейчас Европа, уже приютившая 1,5 миллиона новых беженцев, уже получившая новые угрозы от тех, кто вместе с этой волной пришел, обеспечить свою безопасность? Ведь оказалось, что гости совсем не хотят жить так, как привыкли хозяева. Ближний Восток и Балканы в последние четверть века постигла одна и та же участь. Все, что здесь происходило, делалось одними и теми же людьми, со схожими целями, по одинаковой схеме и идентичными средствами. А это значит, что и последствия этих действий рано или поздно должны были оказаться похожи. И не замечать этого могут только те, кто в свое время приложил ко всему этому руку. Евгений Баранов, Евгений Маруськин, Екатерина Коряка и Александр Гусев. Воскресное время. Несмотря на Чечню, которая, наверное, самая болезненная, потому что все-таки ты все время отдавал себе отчет, что это гражданская война. Что бы они ни говорили, что это гражданская война. Это называлось там как угодно контртеррористическая операция, но ты-то видел, что это война. Но все равно самое страшное, по-человечески самое страшное, это была Югославия. Потому что, не потому, что там как-то было очень много крови или что-то еще, а потому что это был слом, ментальный слом. Да? Это было обрушение каких-то новых, обрушение иллюзий. И это, конечно, очень серьезно поломало мировоззрение и наиболее ярко запомнилось. Так это и для меня Балканы по сию пору остается очень важной темой. Я провожу там огромное количество времени, там огромное количество друзей. А главное, что эта тема, как и Кавказ, она все еще пульсирует. Мне в этом смысле очень повезло. Повезло в каком смысле? Я последний раз работал на новости, которые подразумевают очень быструю смену всего. В начале 2000-х годов. Дальше появились итоговые программы, которые позволяли прожить хоть короткий отрезок, но все-таки прожить его, да, не выстреливать сиюминутно, продумать, повидаться, поговорить. В этом есть плюсы и минусы. Плюс состоит в том, что ты все-таки начинаешь отдавать себе отчет действительно в том, что ты делаешь. Да? Минус в том, что твоя жизнь состоит из отрезков чужих жизней. Ты не доживаешь их. И это очень такое странное чувство, что там тебе 46 лет, и последние 25 из них состоят из отрезков бесконечных, незаконченных историй. Мой коллега Евгений Баранов смотрел на новую политическую карту мира. Во что она за этот год превратилась? Мир снова нестабилен и небезопасен. Вот главный итог уходящего года. В новый 2015 год человечество войдет без ясных представлений о международном праве, его принципах и без основанной на них системе международной безопасности. Вместо спасительной и немедленной выработки новых, приемлемых для всех правил сосуществования, Запад ведет дело к тому, что эти правила должен будет определить победитель. Все люди, которые работали со мной в Афганистане, в Чечне, да бог знает где, в Югославии, мы все по сию пору ближайшие друзья. Частью и родственники, кумовья. Кто-то крестил моих детей, кто-то постоянно сидит за моим столом на дне. Но мы росли вместе. И они сейчас тоже уже потихоньку переходят с поля в студию, условно. Да. Но это семья, конечно. Семья, настоящая семья. Нет, тут дело не в каком-то экстриме, ни в чем-то еще. Просто ты успеваешь, и вы параллельно проживаете эти отрезки чужих жизней. Это все немножко придуманная терминология, потому что, например, мы говорим о цветных революциях, оранжевых войнах и чем-то еще. Как о чем-то, о ноу-хау.
Но я думаю, что до некоторой степени «Кровавое воскресенье» это была первая попытка вот этой цветной революции. Это были стрелки, которые стреляли в армию, был ответный огонь. Это вся технология, нет тут ничего нового. Поэтому я думаю, что и в прокси-войнах просто это изменяется от технологий немножечко, да, от доступности информации, от интернета. Но логика остается прежней. Да, конечно, мы будем соучаствовать. Но я надеюсь, что мы будем соучаствовать в прокси-войнах, а не в каких-нибудь других. Потому что все-таки, как это не цинично звучит, при этих прокси-войнах, во-первых, количество жертв меньше, а во-вторых, они все-таки как-то далеко идут. Они нас непосредственно пока не затрагивают. Я в данном случае пытаюсь быть совершенно искренним, не хочу придумывать никакой лишний гуманизм. Мне казалось, что в тот момент, когда рутинная разборка российских олигархов, каких-то полюсов силы за огромные деньги будет потихонечку сходить на нет, и информационная поляна будет естественным образом сужаться до необходимого набора новостей, будет расширяться информационно-публицистическое вещание, будет расширяться объем познавательных документального кино, расширяющего кругозор людей, не затачивающего их в определенную плоскость, подтверждающую какой-то новостной контент или объясняющего его, опять без коннотаций, без плохо или хорошо. А есть огромное количество вещей, которые не укладываются в оперативную необходимость. Да? И мне очень хотелось, я рассчитывал на то, что тот высвободившееся эфирное пространство и количество денег уйдет в эту публицистику на федеральных каналах. Этого не произошло, к сожалению. Это то, что меня немножечко расстраивает. Все ушло в малоинтересные для меня ток-шоу, и вместо серьезного анализа мы видим, к сожалению, некое взбивание пены. Но, с другой стороны, все-таки мне кажется, что пока телевидение существует, пока оно не размыто другими информационными технологиями, все-таки есть шанс какого-то развития в сторону углубления понимания происходящих процессов. Тем более, что власть телевидения все-таки еще очень большая. Да? А мы все, к сожалению, сводим к упрощению, что в сложившейся ситуации, боюсь, не очень хорошо. Чем старше я становлюсь, тем меньше мои... Я начал пытаться, я понял, что к 46 годам из того, о чем мне мечталось в представлении, я мало что сделал и реализовал. И я многое увидел. Есть одно очень забавное и очень детское мое представление. Сейчас оставим в покое религиозность, но сейчас не говорю о мечте, но сила желания. Да? Я понял, что... И знаю на опыте, что желания могут быть самые разные. Но ты сам иногда не отдаешь себе отчет в силе некоторых своих желаний. А они имеют тенденцию реализовываться. Именно они. И самым неожиданным образом. Так я стал ездить, так я стал журналистом. Я не мечтал быть журналистом. Ну, так это получилось, да. Но, видимо, что-то... Было желание, мне очень хотелось вылезти за рамки, что-то увидеть, что-то это самое. Вот они в рамках архивной подвала, да, конечно, я мог увидеть то, чего никто никогда не увидит. Никто никогда не увидит. Эти документы, это все. Я пришел, мне было 17 лет. Надо мной были своды Лефортовского замка, дворца. Да. Вот такие зарешоченные окна. И мне хотелось другой жизни и другого мира. Совершенно. И это реализовалось. Мои там мечты по детям, а сейчас уже и внукам реализовались. И я сейчас, чем старше становлюсь, тем больше я пытаюсь не мечтать о чем-то таком невероятном. Я пытаюсь сформулировать, что действительно, что украсит меня. Я уже, как говорят здесь, через перевал перешел.
Сейчас я шел в гору, тогда можно было о чем-то. Сейчас уже потихоньку надо спускаться. И вот тут неплохо было готовить себе площадки для отдыха и созерцания. А с этих площадок, может быть, увидится что-то, о чем я не мечтал еще.